Ну что, друзья, я устроился в Республике Ингушетия на новую работу. Буду таксовать. Шучу, конечно. Друзья, всех приветствую, меня зовут Артем, и я нахожусь в колыбели всех ингушей, в горной ее части. И это видео будет не совсем про горы, а про возможность каждому ингушу и, конечно же, гостям Республики Ингушетия побывать вот в этой красоте. А конкретно я буду рассказывать, как можно будет добраться по субботам и воскресеньям на самую лучшую горную локацию в России – Цей-Лом. И если вам интересно, тогда оставайтесь со мной. Не забудьте подписаться на мой канал, поддержать лайком, поделиться своим впечатлением у меня здесь внизу в комментариях и задавайте мне любые вопросы. Про колокольчик тоже не забываем, а то потеряете меня. Вот на такой Тойоте из центра Назрани, и я думаю, даже Магаса, можно будет за 400 рублей с комфортом доехать до самой красивой горной локации в России – Цей-Лом. Посмотрите, какая комфортная газель на 12 мест с панорамными окнами. Можно будет любоваться Ингушетией прямо из окон. Наблюдать, да, по дороге за всей красотой здесь в Ингушетии. И мы сделали здесь уже одну остановку у моего любимого места, где можно попробовать вкуснейшую горную ингушскую родниковую воду. Ледяная, правда. Но вкусная, однако. Это моя добрая традиция. И посмотрите, какая здесь красота. Чуть не упал. Скользко, нужно быть осторожнее. Кстати, вспомним детство. Вот эти сосульки, они тоже съедобные. И все это входит в 400 рублей. Ну что, друзья, вот так сюрприз, потому что в феврале 2021 года я был в гостях в Казахстане по вопросу репрессий ингушей 1944 года, и там я познакомился с замечательной семьей Саговых, и, можно сказать, ты первый в этом маршрутном такси на самую лучшую локацию нашей страны, который поехал, и единственный, ну, не считая меня, да, водителя и моего друга. Мы уже познакомились, это Али Сагов, вот он меня помнит, что я был в гостях, но тебя не было, да? Да, я был в командировке. Да, вот, просто я уже показал Ислама Сагова, родственников, вспомнили бабушку, к сожалению, она ушла из жизни. Да, жду. Вот. Ну что, Али, делись своими впечатлениями и вообще, как ты считаешь, твое мнение, правильно ли руководство Цей-Лом, да, сделали, что решили купить вот такую маршрутку и сделать маршрут на Цей-Лом для тех ингушей и гостей Республики Ингушетия, которые самостоятельно по тем или иным причинам не могут приехать в горы. Кстати, ингуши, которые живут здесь, да, очень часто мне пишут, что вот, Артем, ты больше нас бываешь в горах, а у нас вот не получается. Ну, не у всех просто есть машины. Вот. Да. Ну, то, что вот это есть маршрутка, очень хорошо, что сейчас запустили. Сейчас, я думаю, дай бог, наработается, люди начнут ездить. Вот мы же до этого обсуждали, пока ехали, то, что вот я у родственников был, и там молодые, там девчонки, ребята говорят, оказывается, что... Ну, я им делился, что вот я завтра записался, тут нужно... Ну, тут все просто. Я написал, Инстаграм, там мне указан номер, я к ним написал, ничего сложного нет.
Ну, вот именно целове, вот это Инстаграм, как он там называется правильно. Вот, они мне сразу дали, даже вечером уже, это было вечером даже, они мне дали сразу обратную связь, несмотря на то, что, ну, там со связью проблемы, это молодцы ребята, там, отзвонились, сперва парень написал, потом девушка позвонила, меня записала, время, все, место указали, и вот, ну, классно, молодцы, придумали. Я вот просто не у всех сейчас кого-то дергать, там сейчас мой здесь непосредственно друг, он просто сейчас выехал, не в стране. Мы с ним хотели выехать, просто я думаю, я скоро уеду, наверное, домой, и поэтому время решил не терять и выехать, да, и как раз удобный случай, что вот так выехать, сейчас ты как раз появился, это вообще двойной Бонус. да, что такой гид, ты больше местных ингушей знаешь. Да, здесь. кстати, если ты сейчас повернешься направо, О, ничего себе. да, то ты увидишь башенный комплекс Эгекал. Вот, это наш, столица первая, можно так сказать, ингушей здесь, в колыбели всего народа, который на сегодняшний день реставрируют. И, слава богу, не занимаются новоделом и новостроем. Здесь все-таки сохраняет тот архитектурный ингушский ансамбль, который был в те времена. А это у нас средневековье. Вот так вот можно, да, по пути на Цейлом еще познакомиться с историей. Очень классно. Али, скажи, пожалуйста, вот, на твой взгляд, 400 рублей – это дорого? Да нет, это вообще копейки. Мне даже, я же говорю, сейчас считали, это же вообще же, это, если так по километражу даже считать, это, там, ну, x5, x10 должно быть больше, ну, по сути, если так разобраться, ну, траты бензина, там, траты. А еще я хотел бы подчеркнуть один очень важный момент. Здесь 12 мест. Соответственно, здесь будут ингуши из разных тейпов и фамилий. Да. И вот такая поездка, она будет объединять людей. Да, да. У нас этот год Владимир Владимирович Путин знаменовал годом единства народов. Как в целом, да, так и внутри. Это очень важно сегодня говорить о дружбе, правильно. Единстве народов и о поддержки, да. Ну вот мы сейчас как раз-таки едем, нас везет замечательный водитель Магомед. Едем мы не спеша, чтобы насладиться всей вот этой красотой. На Цейлом подъезжаем мы к лагерю детскому оздоровительному. Он, по-моему, летом открывается. И вот мы сейчас можем увидеть еще один башенный комплекс. Баркин он называется. Вот наверху. Это Баркинхоевы, да? Баркинхоевы, Парчиевы, Точиевы, Гадоборшевы, если мне память не изменяет. Реально больше ингушей знаю. Вот. И вот за эти 400 рублей вот так можно ехать и наслаждаться красотой ингушских гор. Машина. Да, очень тепло, кстати. Разбирают. Да. Комфортно, чисто, Toyota. Ну, я так смотрю, ну, я как автолюбитель же, я сразу обращаю на эти тонкости. Резина шипованная, новая, это же тоже это, ну, вообще супер. Самое главное, шипованная, безопасно. Да. Можно с детьми ездить. Это же все тоже деньги, я же знаю об этом, говорюсь. Да. Как бы. Но, слава богу, дай бог здоровья Руслану Султановичу Аушеву, который построил эту дорогу. И ее по сей день правительство Республики Ингушетия сохраняет. И ее всегда делают. И я могу вам смело сказать, что эта дорога ничем не хуже дорог, например, в горах, в Альпах, в Швейцарии. Да, реально. Очень качественно. Слава богу, что вот поддерживают. Вот тоже. Да, здесь очень много башенных комплексов. Тоже Баркинхон. Тоже Баркинхон, да. Красота зимней горной Ингушетии. Что может быть лучше гор? Скажи нам, Али. Только горцы. Только горцы и горы. Да, горы. Только горы. И каждый раз, когда сюда едешь,
каждый раз я вижу новое здесь. Да, да, что-то новое для себя, Да. да? Ну, конечно. В этом и уникальная Ингушетия. Вот мне каждый раз тоже задают один и тот же вопрос. Артем, тебе не надоело вот, в горы ездить, все одно и то же? Что ты у нас каждый раз новое здесь находишь? А вот так вот нахожу, потому что Ингушетия в разный период времени разная. Ну что, друзья, я сейчас Али расскажу, что включено в 400 рублей, кроме дороги в этом замечательном маршрутном такси туда и обратно. Ну, как ты уже понял, это посещение одной из лучших горных локаций в России, Цейлом. Ну, я думаю, ты со мной согласишься, потому что здесь очень красивое место. место. Да, живописная. И причем эта локация сделана была так, что каждый камень, как ты видишь, он здесь остался. Его никто не трогал. Потому что я знаю, что по вашей истории ваши предки даже давали имена камню. И они знают даже до сих пор, некоторые старики, каждый вот этот камень. Поэтому решили, да, все это сохранить, я считаю, это правильно. И ты видишь, что колонка, да, в форме камня сделана, интегрирована сюда, и она незаметна. Вот мы ее здесь не видим, но она здесь есть. Вот. Так же, как и подсветка, ее тоже незаметно, да. Вот повторю, что очень грамотная интеграция здесь на локации. Ну что, пройдемся по экотропам. Да, здесь можно будет прогуляться с друзьями, близкими, родными, с детьми по экотропам. И вот сейчас как раз-таки я расскажу вам и покажу про секрет эксклюзивно. Это не настоящий камень, это колонка. И вот отсюда звуки природы и звуки Ингушетии издаются. Вот, да, свет подсказывает. Подсвечено, чтобы никто вдруг тут вот сейчас не подскользнулся. Сейчас день, но вечером все включится. И будет еще Добротные такие. да, намного красивее. И здесь все продумали. Но мы сейчас вот по этой живописной эко-тропе выйдем к кафе с одноименным названием Цейлом, откуда открываются тоже шикарные виды. И там можно не только вкусно покушать вашу традиционную ингушскую кухню, да, национальную, но еще и вкусно посмотреть на это все. Так даже аппетит разыгрывается. Панорамный вид. Да. Так же, как мы с тобой здесь уже видели, здесь есть смотровые площадки. Далее мы уже увидели с тобой, там есть молельная комната в форме традиционной башни для намаза. Плюс можно посетить чайный домик, там же приобрести сувениры и попробовать один из лучших медов России. Кстати, Хамчиеву большой салам. Это его мед. Если мне память не изменяет, их семья с 1886 года занимается пчеловодством. И вот у них здесь в горах пасеки. Вот много, вот. да, по пути видели. Да, это большинство все его пасеки. Ну и он, соответственно, участвовал на разных фестивалях, выставках и выигрывал, занимал призовые места. Поэтому ингушский мед считается по праву одним из лучших в России. Вот так можно в зимнюю погоду, да, зайти в чайный домик, взять себе чашечку горячего чая, а еще можно там приобрести сувениры. На природе сесть его и выпить, ну а потом сделать, как я ранее сказал, фотографию. Как вы думаете, для чего вот эта инсталляция, которую очень крепко здесь прикрутили? Знаете, для чего? Для того, чтобы каждый из вас мог, прям не бойтесь, вот забраться, чем выше, тем лучше, ну и сделать какую-нибудь фотографию. Абсолютно зависит от вашей фантазии, любую. Может, с другой стороны, на фоне гор. Вообще здесь очень хорошо гулять, вдыхать свежим горным ингушским воздухом, оздоравливать свои легкие, чтобы укрепить свой дух, так сказать, да? Потому что в здоровом теле здоровый дух. И все это вам подарит Ингушетия и локация Цейлом всего лишь за 400 рублей. Ну и, конечно же, здесь есть мангальная зона, потому что приехать в Ингушетию и не попробовать шашлык
из баранины, говядины, курицы, индейки. Да. Это значит не Индейка — это побывать. вообще местное Да, в Ингушетии. деликатес мест. Для Ну, нас в Казахстане это, Деликатес? ну, как бы редко, да, здесь прям. Нет, индейка, да, здесь распространена. Вот. Ну и здесь же можно сделать шикарное фото. Правда, если будет ветреная погода, ну, слава богу, что у нас не ветреная, приятно прогуливаться, Да. да, январь месяц, зима. На фоне самого высокого флагштога в России, вот вон там, я его тоже сейчас вам покажу обязательно, это 2100 метров с плюсом, с небольшим над уровнем моря. Вот можно сказать, так сказать, запечатлеть себя, да, и занести в историю. Да, вот, Вот. удивительно. Да, это беседка, покажи беседку, она уникальна именно весной. Она действительно вместе со всей Ингушетией здесь расцветет. У нее есть голова, так сказать, и волосы. Здесь растет трава. Прям как в Новой Зеландии, например. Вот я когда первый раз здесь побывал, увидел вот эту беседку, у меня сразу была ассоциация с Новой Зеландией. Потому что там так же. У них прям на домах трава растет. Ну, А здесь вот так продумали. подсветка. И знаешь, какой плюс? В горах здесь бывает тоже жарко достаточно. м, И вот можно туда спуститься мгм. и спрятаться от жары. Это очень-очень удобно. Ну вот мы вышли как раз-таки к мангальной зоне, где можно попробовать все на мангале, и мясо, и рыбу. И, наверное, одна из самых красивых мечетей в республике Ингушетия. Одна из моих любимых, хоть я не мусульманин, потому что она сделана руками. Это сделали братья ваши, аварцы. Я свидетель, да. И всю эту локацию построил предприниматель, уважаемый человек в России и в Ингушетии, соответственно, Парчиевым Малаудином. Он Аллах сюда, раздал. да, вложил душу. Прям. Вот. Полностью. Кстати, можем зайти в мечеть. Да, кстати, Да. вот, нужно посмотреть. Она, видишь, сделана, как я сказал, в Да. традиционном ингушском Ну. стиле, с ингушской башней. И когда солнце зайдет за горы, да, башенке будет огонек гореть. Сигнальный огонь. Как Слава, раньше, да? да, слава богу, пока что с хорошим сигнальным огнем, со светлым. Отдельно здесь есть вход для женщин, отдельный вход для мужчин. Но мечеть маленькая, поэтому она совместно просто женщин и мужчин разделяет там ширму. Как раз время можно было. Да, ну что-то... все, открыто. Намаз делал? Да, я... Вот нам повезло. Магомед, наш водитель, который нас сюда привез. Да, и ему за это огромное баркал. Так, сейчас мы разуемся. Оп, чтобы не толпиться. Сейчас. Мы возьмем. Да, хорошо. Я мечеть вам уже показывал. Вот такой здесь вид на перголу. Очень красивая люстра. В арабском таком стиле. Свет. Очень здесь тепло. Можно погреться. Есть подставки для Корана. И открывается уже другой вид на кафе Цейлом. Такая красота. Ты первый раз здесь, Али? Да, я вообще раз, у меня такой культурный шок у меня. Нравится? Очень обязательно с семьей нужно будет приехать первым делом. Учитывая то, что есть такие комфортные условия, это вообще мы как приезжие, машины у нас не всегда. Ну, конечно, родственники всегда отвезут, но бывает, когда Но все равно... получает 12 мест, очень, даже если ты поедешь с Да. родственником, кто-то на машине, кто-то на бусике, 12 мест, комфортный бусик, очень удобно. Но все равно, да, я согласен с тобой, это здорово, что есть такая возможность, которую
дарит локация Цейлон для жителей Республики Ингушетия, для гостей, и даже для меня, потому что на такси добираться сюда дороговато. Это Да. 1500 плюс-минус. Конечно, ну. А Тут здесь же еще 400 погулять рублей. нужно. Да. Это Вот. Так вообще что вот удивительно. так. Зелем ухаживает за котами. Видите, голодные они здесь не останутся. 100%. Еще и молоко необычное. Их какое-то. наши повара кормят, наши туристы кормят, я все их кормят. Короче, это 3 хаватукуса. Я их так называю. К сожалению, вот у этого маленького только 3 лапки, поэтому... Почему? Мне показалось, А, что да, без у него лапы. только 3 А, лапки. ужас. Бедный. Ну, Оторвали, мы Котик. не да? очень хорошо смотрим. Да. Это тот самый матерый. Сзади нет, да. Бедный котик. И нас голодными не оставили, потому что на Цейломе в кафе есть как традиционная национальная ингушская кухня, так и европейская, и она очень вкусная. Ну что, Али, делись своим мнением от небольшого путешествия из Назрани на маршрутном такси сюда, на самую лучшую горную локацию в России, Цейлом. Ну, я в большом впечатлении. Спасибо большое, что сопроводили, показали, угостили, не дали даже заплатить. Ну, это понятно, ингушское гостеприимство, мы этим славимся. Вот хотел отдельно отметить это кафе, Цейлой Лаунж. Да. Такое вкусное, я духал там, не ел, не знаю, дома только, так очень вкусно, под впечатлением. Да. Аллах расхал, очень вкусно. Еще и со вкусным видом здесь посидели. Да. Друзья, а если вы, как мы, хотите точно так же отправиться в небольшое путешествие сюда, в колыбель всех ингушей, в горную ее часть, тогда вы можете приехать в Назрань к 11 утра и сюда на маршрутном такси за 400 рублей доехать и увидеть вот эту всю красоту. Ну, а меня по-прежнему зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы меня не потерять, поддержать лайком, поделиться своими впечатлениями, мнением, задавайте вопросы здесь внизу. И самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся в следующем выпуске. Пока.